О том, как пантюркисты проводили перепись в 1926 году. При принятии решения о введении в Дагестане тюркского как главного языка обучения в 1923 году, игнорировалось нежелание аварцев, даргинцев, лаков и других народностей изучать чужой им тюркский язык. В ответ в аварских и лакских районах началось обратное движение, участились факты демонстрированного исключения этого языка из школ о пересмотре решений ДК ВКП-Б по вопросу о языке, второй пленум 1930 год, рукописный фонд Ияли ДНЦ РАН. Именно в аварских районах политика тюркизации и начала сдавать явный сбой, поскольку все население получало и хотело получать образование на аварском языке, а тюркского языка в горах не знали и не хотели знать. Об этом же пишет в своих воспоминаниях Даниялов. В техникуме учебный процесс был организован на русском языке, и ученики, кто хорошо, кто плохо, между собой разговаривали на нем. И вдруг учебный 1926 год начался с перевода преподавания на турецкий язык. Тогда в техникуме была довольно внушительная протурецкая группа, в лице бывших мута-алимов, возглавляемых Дибировым, аваром из села Гачоп Чародинского района, Тимирхановым, Асланбековым и другими преподавателями. Перевод учебного процесса им был на руку. В качестве учителей были приглашены несколько человек из Турции и Азербайджана, получивших образование в Турции, такие как Салманов, Тимирханов, Этфем Фейзи, Шамчи, Максут и другие. Большинство учащихся горцев протестовало против перевода преподавания с русского языка на турецкий язык, но безуспешно. Тогда еще люди в горах не знали политической подоплеки перевода преподавания с русского на турецкий, но значительная часть учащихся горцев, авар, даргинцев, внутренне не принимали новый язык, недружелюбно относились к приглашенным преподавателям, подсознательно отдавая предпочтение русскому преподавательскому блоку. Именно в ответ на это неприятие аварами, а также даргинцами и лакциями, политики тюркизации, проявившаяся с самого начала ее осуществления, в 1925 году, в выпущенных Нажмуддином Самурским книгах «Дагестан и гражданская война в Дагестане», проводятся антиаварские тезисы. Их можно легко найти в сборнике трудов Лезгина Нажмуддина Самурского, изданном в 2003 году, Лезгином Кафланом Ханбабаевым. Книги, статьи, документы, исследования, СОСТ. М. Ханбабаев, Махачкала, 2003. Вот отрывки из этих статей. В горной глуши авария мулла может еще держать население в своих руках. Фанатически настроенные аварские массы, в Аварском округе, на родине Шамили по мысли самурского населения наиболее темное, религиозное и фанатичное. Главный состав повстанцев составляли горцы аварского племени, воспитанные в глубокой фанатической вере в имамство и шариат и чрезвычайно отсталые. Также в этих лезгинских статьях Самурского, которые были написаны им еще в 1925 году, пишется, что профессия некоторой части ахварского племени являлась нищенство. Однако важнее другое. В написанном по заказу ЦК РКП-Б книге «Дагестан» Самурский накануне переписи 1926 год готовит почву для раздробления единого аварского народа на множество племен. Ведь в таких условиях легче навязать тюркизацию и обосновать ее необходимость перед центром. Самурский в 1925 году пишет: население Дагестана по племенному своему составу чрезвычайно разнообразно, со множеством различных языков и наречий, всех горных племен, живущих в большой главной котловине Дагестана, составляющей бассейн из 4 кайсу, насчитывается 15, аварские племена, андийцы, каратинцы, ахвахцы, багулавы, гадаберинцы, чамалалы, хваршины, дедоицы, капучины, гунзипцы, ботлихцы, чеченцы, лакцы, арчинцы. Самым многочисленным из этих племен является аварское. Оно представляет множество подразделений, так как жители каждого общества аварцев считают себя отдельным племенем. Аварский язык имеет множество наречий, все местные оттенки этих наречий могут быть сведены к двум главным – ансухскому и хунзахскому. Наречия эти настолько отличны одно от другого, что говорящие на них друг друга не понимают.
В этой же работе Самурский выдает свои замыслы в отношении предстоящей переписи 1926 года, сознательно вводя в заблуждение ЦК ВКП-Б и вообще игнорируя результаты переписи 1897 года, которые как раз являются наиболее точными и достоверными, особенно по отношению к переписи 1926 года. Единственная и последняя перепись в Дагестане имела место в 1897 году, но результаты этой переписи не могут считаться бесспорными. Дагестанцы, народ, вечно боровшийся за свою свободу и враждебный к угнетавшему его строю, при переписи 1897 года, как бы в знак протеста против тирании и самодержавия, не сообщили о себе точных сведений. По переписи 1897 года, авары как раз показаны как единый народ, который в 1926 году административно расчленит Нажмудин, Самурский и его команда пантюркистски настроенных товарищей, последовательным сторонникам такой же позиции. Последовательным сторонником такой же позиции был другой пантюркист, уроженец Даргинского села, в свое время получивший образование в Париже. Алибек Тахагади озвучивал эти же идеи в 1927 году. Во время Первой Всероссийской и единственной, дореволюционной переписи 1897 года, властями Российской империи зафиксировано наличие единого аварского народа, а не 14 или 15 отдельных этноязыковых групп, как того хотели бы некоторые пантюркисты. Все кавказские языки были объединены тогда в одну группу, наречия кавказских горцев, которые состояли из следующих подгрупп: черкесские наречия, кабардинское наречие, 98 561 человек, черкесское 46 286, абхазское 72 103, чеченские наречия, чеченское 226 496, ингушское 47 409 и кистинское 413, и наконец лезгинские наречия. Под лезгинскими понимаются языки коренных дагестанских народов. Они были разделены на следующие наречия, то есть языки: аварско-андийское, 212 692 человек, оно же собственно аварское; даргинское, 130 209 человек, оно же собственно даргинское; кюринское, 159 213, оно же собственно теперь и указывается в современных переписях как лезгинское. Таким образом, современный лезгинский язык обозначен официально в переписи еще в 1897 году, кюринским, как его и сейчас называют в некоторых южных дагестанских языках, Курал. Общее название дагестанских народов лезги оказалось присвоено кюринцами намного позже, уже в 1930-е годы. Ведь еще Самурский в своих первых трудах называл родной народ кюринцами. Мы видим из материалов этой переписи, что авары — это аваро-андийцы, а не придуманный аварофобами термин андоцеза, и даргинцы показаны едиными народами, без деления на всякие этнографические группы. Авары только в 1926 году, в то время, когда руководство Дагестанской АССР находилось в руках Нажмудина Самурского, оказались разделены на 14 различных народов. Это авары, 158 769 человек, анди, 7840, ботлехцы, 3354, гадаберенцей, 1425, каратинцей, 5305, ахвахцы, 3683, багулалы, 3054, чамалалы, 3438, тиндии, 3812, дедои, 3276, хваршины, 1019, капучины, 1448, хунзалы, 1106, арчинцы, 863. Вследствие этого произошло некоторое снижение численности аварцев, 197 392 человек, что было достигнуто административными методами, поскольку численность близкого им народа, чеченцев, увеличилась к тому времени на треть, до 319 тысяч человек, по сравнению с дореволюционным временем. Однако итоги этой переписи в плане национального состава были подогнаны сверху, устроителями этой переписи. Ее организацией руководил Нажмудин Самурский и Алкадарский, уроженец лезгинского села Касумкент, 1897 год ИР, который по указке своего шефа искусственно разделил аварский народ на 15 частей. Делалось это руками прикомандированных из Махачкалы работников Дагестанского статуправления, которые в количестве 70 человек были переброшены только в Андийский, Гунипский и Даргинский округа, а также в Тлератинский и Чединский районы, современный Цумадинский район. Это делалось для получения нужного Самурскому и Алкадарскому результатов.
поскольку ни в Аварский округ, где не было необходимости выделять новые народности в составе аварцев, ни в Южный Дагестан или другие регионы работников статуправления не перебрасывалось. Из этого можно сделать логичный вывод о целях такой акции. Для надежности руководить процессом переписи в Андийском округе был направлен Кумык, Баташов, в то время как в других регионах Дагестана, как правило, этим занимались представители местных народов, в Кюринском округе руководил сам Алкадарский, в Самурском – Казибеков и так далее. В итоге усилиями группировки Самурского, стоявшего за тюркизацией Дагестана, где в реализации их планов стоял главным препятствием аварский народ. И этот народ был разделен на 15 частей. Это самый многочисленный народ Дагестана. Искусственная подтасовка итогов переписи 1926 года в плане национального состава населения в Андийском округе видна из явно недостоверных результатов по отдельным селениям, которые не были бы возможны при честном опросе населения. К примеру, аваро-язычное сел. Беледи записали ботлихцеами, село Верхнее и Нижнее Инфюла, чей говор близок к каратинскому записали андийцами. Жителей сел Тиси записали тендинцеами, хотя по этой логике они должны были быть багулалами. Авароязычных жителей сел Цей и Литль, ныне Гумбетовского района, записали ахвахцеами, также авароязычных жителей сел Цеолода, ныне Ахвахского района, записали ахвахцеами, жителей авароязычного села Шедрада записали ботлихцеами. Жителей авароязычного села Читап, ныне Чародинского района, записали арчипцеами. Жителей авароязычного села Ахвах, Ратлуп-Ахвах, ныне Шамильского района, это село тогда же пантюркистами из руководства Дагестана было переименовано в Дагбаш, что в переводе с тюркского означает «горная вершина». Также капучинцеами записали жителей авароязычного села Хамарт-Лератинского района. Жителей сел Гарбут-Ленахада также записали капучинцеами, хотя близлежащие сел Дарбал, Родал и Хилада были записаны как хунзалские, то есть гунзипские. Авароязычных жителей сел Верхняя и Нижняя Хваршини записали хваршинцеами. Авароязычных жителей села Це и Халах, ошибочно записано как село Унхалак, записали дедойцеами. Таким образом, перепись 1926 года в аварских районах была проведена членами группировки руководства республики, в чьи планы входила полная языковая тюркизация Дагестана, которой мешали аварские, даргинские и лакские районы, отказывавшиеся от обучения в школах на тюркском языке. В 300% аварских округах, Аварском, Гунипском и Андийском, сходы жителей и руководства округов отказывались от преподавания на тюркском языке, вводя вместо него аварский язык. Именно поэтому даргинцы были искусственно поделены на 3 народа, а аварцы на 1,5 десятка. После подведения итогов переписи 1926 года, в руководстве Дагестана было заявлено, что из-за отсутствия единого языка в 3 аварских округах необходимо вести языком обучения тюркский, что и было частично реализовано с сохранением аварского языка в начальных классах. Нам, аварам, могут возразить, что, дескать, это дело не Самурского, а кого-то другого, сидевшего в Москве. Однако к 1939 году, когда в руководстве Дазра уже не было Самурского, и еще не было Даниялова, аварцы в переписи опять стали фиксироваться в качестве единого народа, численность которого достигла 252 818 человек, из них в Дагестане 231,2 тысячи. Тогда же рутульцы, агульцы и цахуры, так же как и ранее, не были включены в состав лезгин, кюринцев, а были объединены в графу «Прочие народности Дагестана» и вместе насчитывали 20,4 тысячи человек. И фиксация аварцев в качестве единого народа имела место и в 1959 году, когда Даниялов действительно руководил республикой. Тогда численность аварцев достигла 270 394 человек, и 231 тысяч человек в Дагестане, а рутульцы, агульцы и цахуры вместо обезличенной графы «Прочие народности Дагестана» стали фиксироваться как самостоятельные народы. То есть, ни в одной переписи населения рутульцы, агульцы и цахуры не были зафиксированы в составе лезгин, кюринцев, и утверждение о том, что их от лезгина отделил Даниялов, есть преднамеренная ложь, распространяемая с далеко идущими целями. С развалом СССР снова начались интриги вокруг статуса аварцев как единого народа, организуемые отдельными националистическими силами, а также их приспешниками из числа некоторых представителей дагестанской интеллигенции, но это уже другая история.
Аварцы во всех официальных переписях Российской империи и СССР, кроме 1926 года, зафиксированы в качестве единого народа. В 1926 году Дагестаном руководил пантюркист Лезгин Нажмудин Самурский, выступавший за тюркизацию Дагестана, и главным препятствием на его пути был аварский народ и его позиция по отношению к изучению родного языка. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить его биографию во время гражданской войны, а также почитать его брошюру «Дагестан», изданную в Москве и Ленинграде в 1925 году, в которой он неоднократно называет аварцев отсталой массой, опорой контрреволюционных сил, и искусственно противопоставляет им ахварских аварцев, и соответствующее разделение аварцев на 14 народов. Это и был итог, проводимый Самурским и его пантюркистским окружением национальной политики. Кстати, именно ахварских аварцев, его же пантюркистская группировка руками Мамедбекова, начальник Дагестанского областного отдела ГБУ, руководивший в 1928-1931 годах, в 1930 году потопила в крови. Но об этом в следующих видео.